уважаемые телезрители! Вещательный телевизионный канал Кабардино-Балкария предлагает вашему вниманию круглый стол с участием представителей государственных структур республики, образовательных учреждений, представителей общественных организаций, ученых и писателей. Парламент Республики 24 декабря 2013 года принял проект закона Кабардино-Балкарии об образовании. Законопроект вызвал вопросы в той части, которая касается изучения родных языков народов республики кабардинского и балкарского. Этот вопрос сейчас, вы наверняка все в курсе, бурно обсуждается. Участников нашего круглого стола здесь тоже собрал именно этот вопрос, и я благодарю всех, кто отозвался на наше приглашение, и сейчас хотел бы представить наших гостей. Это председатель Комитета парламента Кабардино-Балкарской республики по науке и образованию Муаид Алиевич Дадов, руководитель Департамента модернизации образования, науки, образовательной политики и профессионального образования Муртазов Залимхан Муратович, поэт Хабас Корнеевич Бештоков, доктор филологических наук, профессор Бежоев Борис Чамалович, доктор филологических наук Хакуашева Мадина Андреевна, главный редактор газеты «Горянка» Зарина Саадуловна Канукова, заведующий кафедрой балкарского языка Кабардино-Балкарского университета, доктор филологических наук Муса Бахаудинович Китинчиев, главный редактор газеты «Адыгапсатля» Мухаммед Мусабиевич Хафица, доктор филологических наук Тамара Шамсудиновна Бетирова. Мы, все граждане Российской Федерации, и мы, как представители национальных республик, имели право, по крайней мере, до сих пор имели право на обязательное изучение своего же родного языка в нашей родной республике. И, как я понимаю, этого права нас сейчас никто не лишает. Просто появилась одна маленькая поправочка к этому пункту в законе, что, собственно, и вызвало волнение в обществе. И я бы попросила прокомментировать эти поправки председателя Комитета парламента Республики по науке и образованию Муаида Алиевича. Муаид Алиевич, вам слово. Действительно, на сегодняшний день, то есть по тому документу, который прошел первое чтение, эта статья немножко недоработана. Мы это признаем. Это наше совместное решение было с Министерством образования, что мы, учитывая то, что формулировки, которые предлагались, нас не устраивали, мы предложили Министерству вместе с нами доработать так, чтобы снять вопросы, которые имеют место. Но я вас уверяю, Залим Муратович подтвердит тоже после меня, потому что министерство является разработчиком, и я благодарен им, что они учли все наши пожелания. Вот. Я сразу не могу обо всем сказать, но были и публичные слушания, как вы знаете. Спасибо общественным организациям, которые очень активно к этому подошли. Вот Мухаммед Мусабиевич, в частности, присутствовал у нас на публичных слушаниях. Все высказали свои пожелания. Максимально, я вас уверяю, они учтены. Насколько это возможно. Даже, наверное, мы пошли дальше, Залим Муратович, чем предлагалось. Но мы не пошли ни на одну йоту дальше, чем федеральное законодательство это регулирует. Все это уже давно отрегулировано. Все абсолютно. Что касается права на, во-первых, получение образования на родном языке, во-вторых, на преподавание и изучение родных языков. Поэтому это право, я вас заверяю, в итоговом документе однозначно будет. Вот если как бы не углубляться в подробности. То есть этого права нас никто не будет лишать? Не будет лишать, наоборот, будут прописаны даже те нормы, которые необходимо будет исполнительной власти те вещи сделать для того, чтобы, мы же понимаем, одно дело провозгласить это право, другое создать условия для того, чтобы оно было реализовано. Наша задача главная сейчас, вот то, что мы запишем в законе, реализовывать, создавать вот эти условия. Можно понимать озабоченность представителей разных общественных организаций, вообще каждого человека, живущего в республике, проблемами, связанными с языком. Языковая ситуация в республике, если прямо признать, она сложная. Мы знаем те проблемы, которые с ней связаны, и здесь надо какие-то меры предпринимать. Но, коль скоро мы обсуждаем этот вопрос в контексте принятия и нового федерального закона, и закона республиканского, я хочу сказать, что вот мы, Муаид Алиевич сейчас говорил об этом, очень внимательно смотрели каждую букву и даже дух, проистекающий из этих букв и федерального закона, и того проекта республиканского закона, о котором мы говорим. Ничего ущемляющего национальные языки там нет. Там созданы правовые условия для полноценного, полновесного изучения национальных языков. И
не только тех языков, которые в нашей республике отнесены к разряду государственных. Федеральный закон дает и право, и гарантию дает того, что языки любого другого народа Российской Федерации должны быть созданы для этого условия для изучения. Что касается нашего закона, мы первоначально лаконично изложили те вопросы, которые регулировали вопросы изучения родных языков кабардинского и балкарского в нашей республике. Потом, после известных событий, в которых приняли участие в рамках общественных слушаний, пожеланий общественных организаций, вот очень плотно мы работали с комитетом парламента и пошли по пути того, чтобы уточнить многие позиции, детализировать их, шире представить все вопросы и аспекты, связанные с изучением наших родных языков. Вот ко второму чтению, которое намечено, насколько я знаю, на ближайшее время, вот эти поправки уже будут вынесены, и в новой редакции закон будет рассмотрен. Но я бы в этой связи хотел бы отметить вот что. Мы слишком много надежд возлагаем на закон в части сохранения и развития языка. Основные проблемы и вопросы лежат вне поля закона. Они лежат в обществе, умонастроениях, они лежат в менталитете, в общественных устремлениях. Вот как сделать так, чтобы каждый родитель просто насмерть стоял за то, чтобы его чадо знало родной язык? Как сделать так, чтобы более широко применялись национальные языки и культивировались вот, в общественной жизни и профессиональной жизни во всех отношениях? Как сделать так, чтобы изучение национальных языков, оно бы не ограничивало наших молодых ребят в каких-то возможностях в будущей жизни? Коль скоро сейчас ситуация существенно иная, вам известны и вопросы глобализации, и всякие процессы с этим связаны, и негативные, и позитивные. Но все это, рассматривая ситуацию с развитием языков, мы, безусловно, должны рассматривать весь спектр, весь баланс интересов для того, чтобы наших ребят не ограничить в их возможностях по обустройству жизни. То есть, если у нас сейчас есть проблемы, то это все не зависит от закона? Нет, конечно. Об образовании, в законе все условия прописаны, они никого не ограничивают, никому ничего не запрещают. Реальные проблемы, они находятся в другой плоскости, в другом поле. От чего тогда у нас такие проблемы? Все это упирается в финансы, наверное, или... Конечно, любой вопрос, он требует и ресурсов, и финансов в том числе, но я не вижу радикальных провалов в части того, чтобы была бы обеспечена специалистами. У нас нет дефицита кадров в школах, преподающих кабардинский и балкарский язык, ну, за исключением каких-то там точек, которые периодически могут возникать, но они закрываются. У нас нет дефицита учебников. Мы только в прошедшем году закупили для системы образования этих учебников только по родным языкам порядка на сумму где-то превышающую 9 миллионов рублей. У нас нет проблем с методическим обеспечением образовательного процесса. Планомерно то, что необходимо, ежегодно заносится в план и разрабатываются авторами, затем издаются издательством нашим «Эльбрус». Я еще раз повторяю, главные проблемы в умонастроениях в обществе. Пока это не станет ключевой ценностью, пока и кабардинцы, и балкарец не устремится к тому, чтобы максимально, полно и эффективно наши дети владели национальными языками, пока ареалы обитания национальных языков не станут более широкими, пока востребованность языка вот, в силу жизни, в силу жизненных обстоятельств не будет вот такой проявленной и акцентированной, мы силовыми методами, даже законодательными какими-то ограничениями или даже наказаниями эту проблему вряд ли сможем решить. Вот о чем я хочу сказать. Понятно. Мадина Андреевна, а как вы думаете, почему тогда у нас появляются проблемы, связанные с развитием родных языков в республике? Во-первых, это вот моя первая, значит, статья, которая меня беспокоит. Это проблема с дошкольным образованием.
То есть наши дети приходят в школу и начинают говорить, я имею в виду городских детей, и начинают говорить на родном языке, как на иностранном. Почему? Потому что в городских условиях я знаю несколько школ, которые, можно сказать, только представляют собой исключение. А как система образования, вот, повсеместная система городского образования национальных языков, у нас такой системы как таковой вообще нет. И не надо обольщаться, что если мы сейчас самые радикальные меры не предпримем в отношении дошкольного образования, что наши дети будут говорить на родном языке. Кроме того, вот существуют очень хорошо отработанные системы, к которым мы можем обращаться, которые, кстати, все прописаны в хартии о языках, о региональных языках. Ну, в частности, например, японские ученые уже давно доказали, что дети должны до 12 лет говорить на родных языках, и в этом случае они уже не забудут свои родные языки. Но этого мы не встречаем в школах, потому что вот в 1994 году, да, здесь вот выше говорилось, был принят закон о языках. В 1998, я могу ошибаться, в 1998 году программа о языках. Я лично сама изучала эти документы, они меня поразили полной состоятельностью. Это была идеальная программа и идеальный, ну, конечно, ну, я имею в виду близко к реальности. Они очень были адекватны, по крайней мере. Но мы знаем прекрасно, что несмотря на то, что они были приняты, обсуждены, и, кстати, все министры, насколько я знаю, голосовали за это принятие, ни одного пункта, тем не менее, или там, может быть, несколько только пунктов были выполнены. Мы пытались уточнить вот со стороны, значит, представителей КБИГИ, почему вот эти и закон, и программа не работали. Кто-то говорит, что это было недофинансирование, но на наш взгляд все-таки очень серьезная проблема является отсутствие органа, контролирующего органа, который бы все этапы мог бы взять на вооружение и взять под контроль, начиная от внедрения методических пособий, значит, финансирования, внедрения в программу школьного обучения и так дальше. На всех этапах это должен быть орган, который, кстати, нам обещали открыть при президенте. Это будет правительственный. Это должно быть в министерстве. Можно я тоже именно в эту тему хотела бы включиться. Вот я живу в самом большом балкарском поселке Хасания, где практически моноэтническое, но есть, конечно, и другие представители других национальностей. Но вот у нас 3 садика, очень большие садики, группы переполненные. Там дети в основном практически 95% балкарцы, воспитатели балкарки, весь коллектив балкарки работают. Вот ребенок, я со своими примерами, дети мои ходили в один садик. Они пришли, они не знали русского языка, в садик пошли, а потом через некоторое время, когда они уже вообще перестали говорить на балкарском, я с ними стала спорить, почему вы говорите. Они мне говорят, они вот видите, даже дети, не понимая того, что происходит, говорят, ты же меня все равно понимаешь на русском. Вот так. Они перешли на русский язык в садике в Хасане. Должна быть системность, ребенок не может бороться, ребенку это и не нужно, он и не понимает. И дети, никто не может в борьбе заставить, должна быть система. Нельзя бороться за язык вот такими методами. Почему? Вот нет контролирующих органов. Вот на круглом столе, вот в прошлый раз, когда мы заседали, меня поразила позиция одной женщины-преподавательницы, учительницы кабардинского языка. Она говорит, почему в нашей школе такое происходит, и никому до этого дела нет. Вот кабардинский язык не изучают. То же самое и с балкарским. Почему вот не отследить, начиная с садика, заканчивая университетом, как ведутся занятия? Какая существует система? Кто за это должен отвечать? Почему общественные организации они не должны этим заниматься, и при президенте не должно быть такого органа. Все должно быть в системе, в поле народного образования.
Вот я бы хотела еще несколько вопросов в этой связи поставить. Почему Институт повышения квалификации в той форме, в которой он существовал многие годы, десятки лет, он перестал существовать? Учителя остались без такой защиты. Очень сложно с учебниками, хотя вы, конечно, уважаемый, много лет я знаю, уважаю очень большого профессионала, наш замминистра, и вот и в парламенте я вижу, профессионалы сидят. Но почему это все не работает? Но что касается сохранения языка, есть вообще, это вообще в стране такой процесс идет, когда вот и медицина, и просвещение не самые большие приоритеты в стране. И также надо единообразие придерживаться, конечно. Вот я смотрела, даже сказала, я бы согласилась отказаться в пользу карачаевского букваря. Насколько хорошо сделано карачаевцы, сделали свой букварь. Замечательный учебник. Очень красочный и очень дорогостоящий, сказали. Но вот, наверное, надо объединить усилия наших педагогов, наших авторов с КЧР и КБР. Зачем, если единый язык, зачем нам повторять все это? Это, во-первых, удешевит. Во-вторых, будет больше экспертизы, больше каких-то поправок, больше каких-то идей. И поэтому, если все это объединить и создать единый учебник для двух республик, вот хотя бы вот так. Раньше существовали, отказались от нас, карачаевцы, и черкесы отказались. Потом вот еще одну вещь хотела сказать. Хорошо. Язык обучения, язык, очень важный язык обучения. До третьего класса во всех сельских школах и преимущественно городских школах должен быть язык обучения национальный, кабардинский и балкарский. Иначе у нас ничего не получится. Все будет сделано зря. Вот типа факультатива или по желанию и принудительное обучение. Детей никогда не спрашивают, учить их этим предметом или это не положено в педагогике. В законе написано, что каждая школа с учетом мнения родителей, учеников, Имеют право. имеющихся там, вот я же говорю, материал, она определяет локальным актом, какой язык. Вы согласитесь со мной? Дело в том, что вот мы сейчас каждый говорим свою позицию. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Ну да, Вы спасибо. говорите свою позицию. Но я вас уверяю, найдется очень много людей, которые скажут, нет, я не хочу этого. Ну как вы считаете, насколько правильно, когда, допустим, 5 человек хочет изучать, 7 человек не хочет, или наоборот, им говорим, не, нас не интересует, что вы хотите. Вы обязаны учиться на этом языке. Насколько это правильно? С тем, что кто-то отказывается от изучения вот, государственных языков, я имею в виду кабардинский и балкарский в нашей республике, с этим никак мириться уже нельзя, потому что, поскольку они государственные языки, их статус уже обязывает Вот это всех. обязаны. Мы записали здесь, что Вы обязаны в такой изучать. форме вы записываете, да? Мы записали, что, но прошу учесть, что мы записали, что кабардинцы и балкарцы обязаны изучать кабардинский и балкарский. или Я балкарский. с этим тоже не Язык согласен. является Все родным учащиеся, независимо от национальности, должны изучать эти государственные языки. Ну, мы можем написать там разное, все что угодно. Но зачем мы заставляем их? Мы сами не можем себя заставить. Мы хотим русских заставить. Действительно, нам самим Давайте надо, себя да, заставим. не надо, Ну, надо тогда, Надо разобраться. тогда Вот, опять же получается, что вот эта оговорка при возможности, это все уже там нарушается. Для кабардинцев Всё и балкарцев нарушается. никакой возможности. Значит, можно Написано. спокойно Борис сказать, Иванович, нет вот смотрите, возможности, все вот, закрываем. Основное внимательно читать, да. отличие новой редакции статьи про язык в том проекте, который будет вынесен в ближайшее время на парламент, это то, что мы ушли от принуждения неносителей языка, но записали там формулу принуждения к носителям языка. Правильно? Никакой возможности мы не даем. их надо обязать. А как вы Именно будете такая определять формула. носителей языка? Вот Это для кого он сейчас является родным. Придет человек, скажет, он не кабардинец, хотя и кабардинец не будет Борис, изучать. здесь другого не дано. Какое будет Это то, что для себя определяет человек сам. Нигде Национальность не это записано не национальность. генетическое понятие. Национальность Некорректно, нигде не фиксируется уже. некорректно заставлять чужих детей, когда у нас возникают проблемы со своими детьми. И еще это самое. И часов должно быть достаточно, чтобы там осваивались эти языки. А что сейчас у нас получается? Все время уменьшается количество часов под разными причинами. Еще несколько лет назад было 4-5 часов, сейчас 2-3 часа. Это катастрофа. Потому что если надо дополнительный час отдать физкультуре, сразу хватается за кабардинские часы или за балкарские. Если нужно еще час английскому, опять кабардинскому. Почему так Для происходит? этого у нас есть Это уже комиссия, беспредел. Это у нас есть можно Министерство обращаться. образования, есть у нас. к для которой этого. можно обращаться, Давайте да? все, что можно делать с часами,
в рамках того объема нагрузки, который лимитирован санитарными нормами. Невозможно. Вот в первом классе должно быть 20 часов, не больше. Вот другое преследуется законом. В старшей школе должно быть там, предположим, 34-36 часов. Все, вот за эту рамку перепрыгнуть нельзя. Все, что умещается туда, мы готовы дать и изыскивать последнюю возможность на этом поле. Но лишним всегда оказываются родные языки в таких случаях. Ну, родным языкам верните количество часов, которое было, допустим, 20 лет назад. Вот скажем Татарстан. Вот в средствах, центральных средствах СМИ прозвучало, что глава или президент, сейчас, по-моему, еще называется, президент Татарстана, он сейчас высказывает мнение о том, что количество отводимых в школьной системе русскому и татарскому языку в Татарстане должны быть уравнены. У них в законе Почему так они могут написано. такие вещи делать? У них в законе так написано. Вот этот закон, что мое доличие лежит, там прям так Ну записано. вот, пожалуйста, они находят возможность такую. Дело в том, что протест уже подан на этот закон, потому что он нарушает федеральное государственное правительство. Можно написать все, что угодно. То есть это уже идет в ущерб русскому Ну языку, что да? поддержим. Понимаете, как это до того закрученная схема прохождения законопроекта, что они найдут повод. Дело в том, что правильно, они, наверное, сделали, что записали, но, к сожалению, это нарушает федеральный государственный образовательный стандарт. Там написано, что не в ущерб русскому, а в ущерб, не то, что в ущерб, просто часы взяли от русского языка. Было 5, допустим, на 3, как вы говорите. Они взяли по 4 сделали. Не от хорошей жизни. В законе действительно говорится о гарантиях реализации права. Вот такая формула дана в законе. Никакой гарантии. Ну, трудно спорить с федеральным законом, так там написано. Но в любом случае, вы понимаете, в чем дело? Мы все время пытаемся перевести эту ответственность вот на этот закон, как на некую палочку-выручалочку, которая автоматически все наши вопросы, все наши проблемы, связанные с национальными языками и культурами, решит автоматически. Даже если мы напишем туда какую-то крайнюю степень принуждения, это не сработает, уверяю вас, главным образом потому, что тот родитель, который сам ставит вопрос о том, что он не хочет, чтобы его ребенок обучался на родных языках, тот учитель, который мы же перевели учебники, даже по математике, по окружающему миру, на национальные языки, так отказались работать на них. Отказались, и мы оказываемся в ситуации, когда как только мы начинаем какие-то меры принуждения применять, мы оказываемся в меньшинстве сразу. Это непростые проблемы, я уверен в том, что мы должны их обсуждать, мы должны искать решение этих вопросов. Вот сейчас меняется многое в республике, новый глава, новый министр образования, с Еленой Гузеровной постоянно идет обсуждение этих проблем. Мы ищем какие-то ключевые направления и точки приложения сил, чтобы сдвинуть эту ситуацию с места. Видим мы прекрасно, что не все хорошо вот в этом царстве. Мы вообще многие годы шли по пути такому, что в тех населенных пунктах, где компактно проживают или кабардинцы, или балкарцы, и ребенок приходит в школу, владея только родным языком, он бы начинал свое обучение только на родном языке. Но имея в виду, что все равно предстоит переход на русский язык, поскольку это язык общегосударственный, и поскольку только через него можно и высшее образование получить, и на работу по-серьезному устроиться. Поэтому вопрос ставился так, что вот там, где компактное проживание представителей одного языка, они начинают изучение на родных языках всех предметов, Обучение, да. и потом пошагово к окончанию начальной школы, как раз к тем 12 годам, о которых Мадина Андреевна говорила, ребенок был бы подготовлен в режиме билингвизма к переходу на русский язык, ну и к этому времени усвоив достаточно прочно язык родной. Вот подход, который нами исповедовался до сих пор, он такой, и он продолжает использоваться. И учебники есть. Но у нас есть вот эти явления, о которых я говорил, когда родители даже в селах отказываются от этого подхода. Вот с этим непросто. Вот с этим совладать непросто. Ну, конечно, и те вопросы, которые касаются дошкольного образования, которые вы подняли, да, это имеет место быть, там есть своего рода трудности. Когда мы набираем в группу детей, представителей различных этнических групп и принадлежности к разным языковым группам, естественно, что общегосударственный язык оказывается доминирующим, и это, наверное, естественно. Но я соглашусь с тем, что какие-то особые
условия для тех, кто хочет, для тех родителей, которые стремятся к тому, чтобы дети усваивали родной язык. Надо создавать, и здесь определенные резервы и повод для критики в наш адрес, безусловно, есть, я это признаю. Здесь звучали слова относительно того, что нет контроля. Контроль на самом деле есть, у нас есть целая служба надзора и контроля, которая методично, с определенной периодичностью, определенной законом, выходит в эти образовательные учреждения и проверяет, как там соблюдается законодательство об образовании, включая учебные планы, в которые встроены и национальные вопросы. Так что вот контроль есть. Может быть, надо немножко перенастроить, перенести акценты, но такая служба есть, она подчиняется как министерству, так и федеральным органам, так что такой орган создан. У вас контроль есть. Почему предыдущая программа была выполнена только на 7%? И практически не выполнена. Имеется в виду какая программа? Программа, вот предыдущая закона об образовании, о котором вы сейчас говорили. Который выпущен в 90... Ну, смотрите, есть 98 несколько году. вещей. Под программой, скорее всего, вы имеете в виду программу развития языков. Да. Это закон, но не система образования, это закон общереспубликанский. Мы к нему прикасаемся в части, касающейся образовательного процесса. Но я так бы сказал наши отношения к нему. Вот Мадина Андреевна его охарактеризовала как идеальный, на мой взгляд, не совсем идеально. Там простоит, все обустроено. Почему? Потому что закон несколько запредельный, нереалистичный в реализации. Поэтому он и остался. Вот, не закон, а да, и закон, по-моему, тоже есть, и программа есть. И закон, и программа оказались нереалистичными в реальном выполнении, потому что они не были привязаны к реальным возможностям нашим. Они не были привязаны. Мы не смогли перевести все административные структуры на работу на 3 языках. Мы не смогли перевести многие вещи. Вот сейчас возможности по средствам массовой информации, благодаря появлению нашего канала, немножко расширились, но и этого мало. Было бы здорово, если бы мы могли вещать на родных языках круглые сутки. Было бы здорово, если был спутниковый канал. Было бы здорово, если было многое другое. К сожалению, но здесь, как говорят, молодежке надо протягивать ножки, или по-кабардински говорят, выйти по мне, пришли выше владей. Но в любом случае мы всегда находимся в пространстве реального, реально достижимого. Вот представителям общественных организаций им достаточно вообще фиксировать проблему и так ярко и по-публицистически с жаром преподносить, но мои коллеги, и я, и Муэдалич в парламенте, мы вынуждены всегда считаться с реальными и с теми возможностями, которые реально предоставляются. Вот такая Василий ситуация. Муратович, а если мы, допустим, сегодня принимаем другой закон, более реальный, другую программу, где есть гарантия, что в пределах наших скромных возможностей республиканских они опять не будут выполнены? Я, наверное, повторюсь, но еще раз скажу. Предназначение закона, который сейчас на стадии выхода, это создать правовую рамку, правовые условия, которые не чинили бы препятствий. А все остальное лежат за пределами закона, и в этом смысле можно обсуждать и программы, и системы действий, и так далее, и так далее. Здесь есть большие возможности, неиспользованные. Мы готовы на этот счет и общаться с вами, и обсуждать конкретные меры. Кстати, к нам обращались с очень хорошими и вполне обоснованными мерами представители Ассоциации изучения адыгского языка. Эти предложения у нас лежат, мы с ними сейчас думаем, работаем, как их вот пристроить в реальные рамки нашей повседневной работы. Я думаю, что в этом направлении можно многое что сделать. Кто определяет язык обучения и воспитания в детских садиках? Я в среднем возрасте, по-моему, садиках. По закону язык обучения устанавливается локальным актом образовательного учреждения. Сами определяют. Да. Они эти решения должны принимать в максимальном согласовании с родительским сообществом, с реальной языковой ситуацией, которая вот среди детей есть. Ну и в законе есть одна оговорочка: в пределах возможностей, предоставляемой системой образования. То есть это те возможности, какие классы есть, какие специалисты есть, какие учебники есть, какие реальные условия есть.
Так, если запредельно вопрос ставить, ну, предположим, стандартная детсадовская группа 20-25 детей. Если там 5 кабардинцев, 5 балкарцев, 20 русских, еще представители нескольких национальностей, естественно, просто так перейти на какой-то реальный язык, наверное, будет сложно. В том примере, который вы, Тамара, приводили по Хасанье, мне кажется, там были все условия, и однородная среда, и можно было на языке успешно организовывать и обучение, и воспитание. Все зависит от заинтересованности людей, насколько они болеют душой, насколько они вообще готовы над собой какие-то усилия совершить, поскольку вот просто так даже в наших кабардинских и балкарских селах сейчас оказалось проще говорить только на русском. Ну, происходит это. Трудно с этим совладать только ресурсами системы образования, но здесь как раз повод для того, чтобы объединить усилия всех общественных организаций, самых разных структур, самых разных людей, и со всех сторон посмотреть на эту проблему. Еще раз, по-моему, третий раз повторю, что если бы вопрос решался только законом, мы бы вместе с парламентом нашли бы этот тумблер или эту формулу, которая снимает эту глобальную проблему. Но проблема шире и глубже, к сожалению. А нельзя ли сделать так, чтобы, вот, например, одно село, там всего лишь, скажем, 4 или 3 средних общеобразовательных учреждений. Да. А можно сделать так, чтобы в одной школе начальное образование велось на кабардинском. Вот я, например, как родитель, не хочу, чтобы мой ребенок учился в начальных классах на своем родном языке, я хочу перевести его в русскую школу. И у меня есть выбор. Есть вторая школа, и я ее туда отведу. Вполне такое возможно, некая профилизация, когда, допустим, некая школа объявляет в своей образовательной программе, что мы по родному языку специализируемся на балкарском языке. И те родители, которые хотят, чтобы они владели балкарским языком, своих детишек ведут туда. Другая школа говорит, да, мы сделаем акцент на кабардинском языке, на культуре, там, литературе и так далее. Тогда это вполне возможно и реально. Но чаще всего, смотрите, какая дело. Ну, возьмем наши села, вот в больших у нас по 4 школы, как вы сказали, ну, где-нибудь в Заюково, в Исламее и так далее, и так далее. Там все практически моноэтническая среда. Да. Никто не мешает ничего делать. Но, тем не менее, происходит так, как происходит. Потому что не все родители хотят. Да, это есть. Да, Хабас Калинович, слушаем вас. Мне кажется, хотя это и будет нелегко, нам надо вернуться к одной очень важной вещи, к Каменномостскому эксперименту. 1962 год был не только годом планетарного кризиса, он был годом начала кризиса национальных языков наших. Вводился этот эксперимент, скажем так, по указке сверху, а если совсем коротко, Никита Сергеевич был убежден в том, что осталось до открытия дверей коммунизма лет 8, сложилась единодушная, могучая историческая общность людей, советский народ, и эта общность может вполне обходиться одним языком. Было так. Это было идеологическое обоснование. Притом, по этому варианту можно было кое-что сэкономить, финансовая сторона дела, это тоже как-то учитывалось. Но поразительное коварство эксперимента, то есть лишение наших языков статуса языка начального образования, заключалось в том, что этот эксперимент оказался лучшим инструментом ускорения ассимиляции народов Северного Кавказа. С народами Севера это уже практически произошло. Это был идеальный инструмент ассимиляции народов Кавказа Северного. Теперь никто не виноват конкретно. Это было сверху. И село не виновато, Каменномост. И вот сейчас мы с вами разгребаем все то, что накопилось как итог этого эксперимента. И вопрос надо ставить прямо и открыто и перед парламентом,
и перед правительством, и перед самими собой мы должны... Можно вернуть нашим языкам, родным языкам, статус языка обучения хотя бы в селах, без чего литература задыхается. На сегодняшний день у нас есть моложе 40 лет один мальчик, который пытается писать прозу. Второго я не знаю. 5-6 девочек. Некоторые из них пишут хорошо. Некоторые владеют хорошо кабардинским языком. Но 5-6 девочек для полумиллионного народа – это стопроцентный знак катастрофы. Мало. Алим Кишоков, Хайсин Кулиев, Аскерби Шартанов, Хачим Тиунов. Все наши лучшие писатели учились в таких школах, где национальный язык был языком обучения. Мы трезвые люди, мы же не говорим, что надо обязательно, чтобы парламент на кабардинском и балкарском работал, что обязательно надо до 7-го, до 8-го класса. Пусть дадут нам возможность прививать нашим детям в этом возрасте до 11 лет родной язык, чтобы у них было ощущение языка. В каждом языке своя гармония, свой стиль. В конце концов, язык родной связан с нашей нравственностью. Без учета влияния родного языка не может быть и не должно быть полнокровной, полноценной, действительной нравственности. Я лично так считаю. Статус языка надо поднимать все-таки, да? Наши дети имеют возможность изучать родной язык. Это предмет у них. А надо, чтобы они имели возможность арифметику делать на родном языке. Природоведение, чтобы они изучали на родном языке. То есть мы выпускаем время. В это время до 11 до 12 лет они должны взять, как говорится, основной словарный фонд родного языка. Не будет никаких писателей серьезных без этого. И если мы не можем вернуться к этому, если мы не хотим этого делать, то мы должны сказать, мы как нации сдались, ничего не получается. Но это знаете, что будет? Это будет, извините меня, заключительным аккордом всех тех страшных вещей, которые происходили в XIX веке, в начале XX века. Нам надо определиться и парламенту, и писателям, и народу. Вот товарищ сказал, что некоторые родители против. Я это знаю. На кого мы должны ориентироваться? На тех родителей, которых мы сами воспитали посредством Каменномостского эксперимента? У одного известного и талантливого русского писателя есть замечательная фраза: «Мы создаем себе тяжелые проблемы для того, чтобы героически, решая эти проблемы, потом назначать героев». Мы создали, Хрущев создал эту проблему. Пусть поможет парламент своему народу, пусть правительство поможет решить эту проблему. А что касается поправок вот этих, коллеги знают, товарищи знают лучше, они в этой сфере дольше проработали. Я думаю, что существенных изменений никакие поправки не дадут. Нам нужен закон, утверждающий, что кабардинский и балкарский языки обучения в начальной школе. Без этого ни одна проблема решена не будет. Вне зависимости от желания родителей. Вне зависимости. Если мы не хотим таким способом восстановить почву, на которую может возникнуть творчество Пачевых, Мечеевых, Шахензуковых, Ишоковых, Кулиевых, не надо тратить времени. Вопрос должен стоять ребром. И много времени ушло на это. Моя последняя статья на эту тему была опубликована 25 лет назад. И все кабардинские писатели это говорили. Нам потом рассказывали, те, которые внедряли этот эксперимент в районе, учителя выходили, рассказывали: мы не можем, мы понимаем, но мы не можем, нас заставляют. Вот таким образом это было внедрено. А все остальное последствия. И теперь еще один единственный факт.
Тогда губернаторов не было, скажем так, с подачи Жириновского. Тогда были воеводы. Астраханский воевода Волынов во второй половине 17 века, это в первом томе русско-кабардинских отношений, уже писал открытым текстом: надо сделать все возможное, чтобы эти народы, разные чеченцы, ингуши, кабардинцы, болгарцы, отказались от своих языков. Ищите и найдете вы это. Это была первая официальная атака центра на наши языки. До хрущевского эксперимента советская власть и Россия делали максимум возможного для развития наших языков и наших литератур. Речь идет не о том, что Бестоков такой неподатливый, габризный. Речь идет о катастрофе национальной культуры. И об этом надо говорить. Да, конечно. Два слова скажу. Дело в том, что уважаемый товарищ Бестоков, как он сказал абсолютно правильные вещи. Под каждым словом я могу подписать. Но все это написано в законе. Вот я не пойму это. Все это написано здесь. Четко и ясно написано, что в государстве Муниципально-Кабардино-Балкарской республики, я говорю коротко просто, гарантируется право на получение образования, на получение, не на изучение, а на получение образования дошкольного, начального, общего и даже основного общего. Это не до 4-го, это до 9-го класса. На кабардинском, балкарском. Ради бога, а кто мешает? Очень. Так, ну дальше мы идем. Но это решение, как мы сказали. Вот есть школа в селении Хасаня, правильно? Кто мешает родителям прийти в школу и сказать: вот мы, родители, все здесь собрались. Если кто-то считает, что мы не хотим этого, ну это неправильно, как минимум. Давайте вернемся к гарантиям права, давайте вернемся к этим поправкам. Эти поправки оформлены, жалко, что не у всех на руках, есть у Мадины, у меня. И есть инициатива общественных организаций. Извините, поправки к какому закону? К закону об образовании. Я имею в виду та инициатива общественных организаций, с которыми к вам подходили, вы в парламенте проходили слушания, первые, да, слушания. Да. Вот эти поправки, есть подписи, есть общественные организации, Мухаммед Мусабиевич, я, Мухаммед Муказиров. Который дал Желеби. Да, Желеби. Да, они есть, официально теперь, у нас есть, да. Все происходит поэтапно. Эти поправки принимаются, вносятся или не принимаются. Мы просто дальше наблюдаем. Нет у нас другого органа, который будет осуществлять этот закон, кроме вот Министерства образования. И, соответственно, вот каждый пункт, как он в идеале как бы закон работал, да, сперва принимается закон. Если сейчас эти поправки не будут внесены, мы будем существовать на территории России как регионы, где не принимаются эти поправки. Но нельзя апеллировать вот такими вещами, что родители не хотят. Что мы преподносим родителям? Какое качество? Почему родители не хотят, я вас уверяю, только потому что методика преподавания, она на нижайшем уровне. Как преподается родной язык и литература? Почему я знаю? Потому что почти каждый вечер с родителями по телефону я решаю уроки по родному языку. То, что предлагают наши учебники переиздавались, к сожалению, наверное, не совсем на хорошем уровне. Раз туда вошли, например, те произведения, которые немножечко устарели. Раз те предложения, которые я сама свидетель, мы составляли списки произведений, которые мы хотели, чтобы вошли в новые учебники, они не вошли. Но это отдельное, это уже работать по деталям, это уже позади. Учебники вышли, они в скором времени переиздаваться уже не будут. Что можно сделать? Вот прозвучало мнение, что, то есть не мнение, а как факт, что уровень преподавателей и их количество, оно достаточно высокое, нужное количество есть, но так ли это на самом деле, потому что есть педагогический колледж, который с этого учебного года прекратил прием преподавателей родного языка и литературы, есть КБГУ, в чью структуру входит педколледж, и где до какого-то года, Мухаммед Мусабиевич подскажет, раньше принимались студенты
на условиях, что они получают диплом двупрофильный с правом преподавания родного языка и русского языка. Этого права уже этот факультет не дает. Просто я перед выходом записала количество. На первом курсе кабардинского отделения обучается 13 человек. Из этих 13 человек 11 пришли с последнего выпуска педагогического колледжа. Это называется сокращенная программа. Этих 11 человек в следующем году уже не будет. И так далее. То есть не так все красиво, спокойно, как мы хотели бы это себе представить. Что касается литературы, наверное, мы сейчас имеем счастливую возможность слушать, общаться с самым выдающимся поэтом нашей современности Хабасом Бештоковым. И он сказал очень правильную вещь, которая вот мне лично не дает покоя. А я немножечко просто подытожу. На самом деле сейчас литературный язык уже умер. Я провожу второй год республиканский конкурс молодых авторов, пишущих на родном языке. В прошлом году принесли 12 работ, очень слабых. В этом году работ 6, и из них просто нечего выбирать. Если нету преподавания, нету методики обучения, если не работает школа, никакая семья не может научить ребенка мышлению и формированию литературных образов. Может, вот я вполне допускаю, что кто-то скажет, а зачем это нужно? Это, знаете, из области, мы все это прекрасно понимаем, это из области вот без почему. Почему нужен родной язык? Если каждый из нас будет рассуждать без почему, все бы у нас получилось. К сожалению, здесь нет представителей Государственного университета педагогического колледжа, которых мы приглашали именно для того, чтобы они ответили на вопрос, почему с каждым годом сокращается количество студентов, которые поступают на курсы родного языка, а почему в колледже упразднили отделение кабардинского и балкарского языков. В этом году, как нам известно, проходит обучение последний курс, после чего просто закрывается отделение и кабардинского, и балкарского языков. Муса Бахаутдинович, а с чем это связано? Спасибо за вопрос. Да, действительно, было время, когда на национальное отделение наборы были достаточно большие, но при этом мы все должны вспомнить один момент, что мы сейчас находимся в демографической яме. Это первое. Вот уважаемая Зарина Саадуловна сейчас сказала относительно подготовки по двухпрофильности и так далее. Тут надо немножечко подойти с сознанием дела, как говорится. Вот стандарты второго поколения, государственный образовательный стандарт второго поколения. Эти стандарты давали возможность в рамках филологии готовить преподавателей родных языков и литературы. Эти стандарты уже не функционируют на издыхании, как говорится. Теперь появились стандарты третьего поколения. По стандартам третьего поколения по ВГОС на филологии готовить преподавателей мы уже не можем. Это идет по направлению педагогическое образование. В связи с этим в университете предприняты определенные меры, и в этом году будет осуществляться набор по педобразованию родной язык и литература плюс русский язык, или родной язык и литература плюс литература. Вот такие возможности дает нам стандарт. Но сегодня надо еще учесть один момент. Сама система образования не всегда сможет с этим справиться. Почему? Потому что уже входя в систему образования, мы уже имеем дефект в плане в отношении родных языков, ценностное отношение к нему,
и забываем, что вся наша культура все зафиксировано именно непосредственно в самом языке. И вот этого ценностного отношения нет у наших многих родителей. Статус учителя, преподавателя родных языков должен быть достаточно высокий. Дело в том, что есть такое понятие уровень сложности преподавания предмета, коэффициент, так называемый. Этот коэффициент у преподавателя родного языка и литературы гораздо ниже, чем у преподавателей других дисциплин. И хотя бы на этот уровень надо поднимать этот коэффициент. Спасибо вам огромное. Если мы хотим, чтобы наши дети проходили хотя бы начальное обучение на своем родном языке, наверняка вот каждый директор среднего общеобразовательного учреждения, если мы им предложим, чтобы они проводили начальное обучение на родном языке, они сразу же наверняка скажут: дайте мне учебники на языке, дайте мне учебник математики, не русского, конечно же, но природоведения, все прочее, соответствующее сегодняшним стандартам. В 90-х годах, я помню, вот я лично проходила обучение именно в таком классе. До 4 класса мы все предметы, за исключением русского языка, литературы и английского языка, который мы изучали со 2 года, все остальное нам преподавали только на своем родном языке. И нам действительно не было сложно в 5 классе переходить на другой язык. Я это время тоже хорошо помню, да, будучи совсем но тогда молодым. были учебники, а сейчас уже новое время. Созданы такого плана переводные учебники. Терминология определенная подведена. По всем предметам есть сейчас. Окружающий мир и математика. Основные предметы эти. Вот из всех республик, которые входят в состав России, наша республика, по-моему, единственная, где не работает комиссия или там совет, называйте как хотите, по родным языкам, по государственным языкам. 6-й год мы просим, требуем от Института гуманитарных исследований. Мы даже и проект представили. Неужели требуется столько времени, чтобы принять решение для создания этого совета? Такие советы есть во всех республиках. И еще, вот Ингушетия, Чечня, Дагестан, они еще более дотационны, чем наша республика. Но тем не менее, они нашли возможность вести круглосуточное вещание. И причем это они перенесли на интернет, чтобы все чеченцы, ингуши, где бы они ни находились, они могли бы эти передачи смотреть на родном языке. А у нас сколько лет тянется это, ссылаясь на разные там эти ситуации. Все-таки, Леонид Ильич, вы говорите, что у нас есть эта комиссия. Я, знаете, что хочу сказать? Просто для сведения, значит, комиссия, экспертно-консультативный совет при правительстве Кабардино-Балкарской республики по сохранению и развитию кабардинского и балкарского языков создан. Другое дело, что почему-то я сам вот вхожу в него, как и некоторые здесь сидящие, может, и не знают. Вот я знаю точно, что Мухаммед Усальевич Он создан недавно. Создан, скорее всего, ну как бы не недавно, он уже месяца 3 как создан, но пока не собирали нас почему-то ни разу. Кстати, создан по инициативе, вы знаете, да? Совершенно верно. Создавал бывший премьер. Просто я скажу вам так, что я хочу похвастаться, создавал, кстати, по инициативе парламента, мы сказали, необходимо. Обращались к нам, что нужно создать что-нибудь. Другое дело, понимаете как, мы всегда знаем, что очень сложно создается что-то, где есть штатные работники, где нужны деньги. Пока создали на общественных началах, правильно? Это есть первое. Второе, что я хотел сказать, то, что, вы знаете, когда мы говорим о том, что давайте посмотрим на субъекты, я люблю, когда аргументированно говорят, на какие субъекты. Я вам скажу, что ни в одном субъекте, аргументированно заявляю, ни в одном субъекте Российской Федерации не прописано то, что мы говорим здесь, что обязаны дети ходить до 4 класса и учиться на таком языке. Ну нету этого. Ни в одном субъекте Российской Федерации, даже в Татарстане, который всегда в пример приводит, вот они молодцы. Я вам зачитаю Татарстан, как написал. Он просто написал, что граждане республики имеют право на получение дошкольного, начального, общего, основного общества точно так же, как в федеральном законе. На получение на родном языке. Все. Ни слова больше. Ни слова больше. Точно так же Чечня, Карачаево-Черкесия, я могу процитировать, я распечатал специально, знаю, что возникнут вопросы. Записано все в точности, как там. У нас
в той редакции, которую мы окончательно внесем, намного четче и лучше записано. Я вас уверяю. Другое дело, Залим Муратович, нужно согласиться с тем, что действительно, если это начнется, у нас будет проблема 100% с учителями, хоть мы говорим, что они есть, 100% с учебниками, хоть мы говорим, что они есть. Это будет проблемы, но их надо решать. Для чего мы это пишем? Для того, чтобы было основание для того, чтобы начинать работать и это делать в конце концов. Проблемы, они уже есть. Не, они уже есть, правильно. ИПК, Поэтому, закрывается педколледж, вот я, можно, завершу просто. Поэтому мы предлагаем, однозначно, когда принимается закон, такой как закон о языках, и не принимается под закон программа, он остается законом на бумаге. Почему этот закон не работает? Там, конечно, нужно дорабатывать, правильно, Залим Иванович? Там некоторые вещи не стыкуются вообще. Но под закон должна быть программа. Если программа нет финансового обеспечения. Не будет в законе, то и работать невозможно. Совершенно верно. В законе было написано, кстати, о языках, что могут разрабатываться программы, но потом потихоньку это исчезло. Самое главное, что сейчас этот закон с поправками будет принят. И за это обсуждение, за возможность обсуждения и этой программы. Большое спасибо. Да, ну тут два закона, как бы, просто чтобы мы не путали. Один о языках, один об образовании. Вот правильно говорите, надо говорить, что мы должны оба закона иметь в виду. Да, да. Вы нас попытались ориентировать в смысле того, чтобы высказываться по части, что нужно делать для того, чтобы языки не потерялись, чтобы их сохранить и больше того развить. Да, действительно, мы должны сейчас и в законе о языках, по-моему, это есть государственную программу сохранения и развития языков. Это то, что нам предстоит сейчас. Мы, безусловно, вот в этом большом вопросе, связанном с сохранением развития языка, ну, такой увесистая часть его принадлежит системе образования, поскольку мы работаем с детьми с детсадовского возраста, и мы должны многое здесь на этом поле сделать. И еще раз хочу повторить, что не все нам удается, я признаю, это как человек, не один год работающий в Министерстве образования и науки. Но еще раз хочу вас, уважаемые коллеги, вернуть к мысли о том, что в основе лежит мотивация, стремление людей. Вот если это будет, то никуда и Министерство образования не денется, и учебники никуда не денутся, все они возникнут. Но вот ключевой вопрос – умонастроение людей, на который вы, как в старые времена говорили, инженеры человеческих душ, влияете на это. Понятно. Но вы сказали, Залим Муратович, можно все-таки повлиять на умонастроение людей. Все-таки можно. Мы можем поднять статус родного языка до того, что пусть даже будут сдавать дети ЕГЭ на своем языке. Знаете, Министерство образования может протолкнуть такую идею? ЕГЭ – это такая сложная тема со всякими проблемами с этим связанными. Но я вас хочу вернуть еще к тому, что ЕГЭ не решила проблему ни одного из предметов других. Больше того, есть много утверждений относительно того, что оно усугубило какие-то проблемы, с чем я не согласен. По большому счету, вот вопрос, который вы задаете по части ЕГЭ, нас выводит на то поле, что у нас ведь проблемы есть со всеми языками. То отношение к учебе, то отношение к учителю, которое было где-нибудь в 60-х, 50-х годах, ведь этого нет сейчас и уже, наверное, не будет. Сейчас другое восприятие всего. Есть очень серьезная конкуренция школы в плане источника информации. Если раньше в основном учила семья и школа, то сейчас очень мощно в это вмешались и средства массовой информации, и всесильный интернет. Посмотрите, чем занимаются сейчас дети. Учитель не успевает выписать задание на доске, когда ребенок с помощью смартфона уже получил ответ на него из Википедии. Вот с этим не считаться нельзя. Поэтому мы, например, ставили вопрос о том, чтобы снабдить и изучение родных языков тоже необходимыми электронными ресурсами, программами, чтобы на современном технологическом уровне и родные языки могли бы изучаться и развиваться. Но пока зона родных языков оказывается изолированной от всех современных технологий. Это тоже один из очень важных ресурсов, который, с одной стороны, позволяет более эффективно учебный процесс вести, с другой стороны, познавательный интерес учащихся повышает. Этим тоже нужно пользоваться, надо соответствовать тем велениям времени, которые есть. Как раз вот к тому, что вы сказали, ведь если так подумать, то и адыгские диалекты, кабардинский язык как литературный, и балкарский, они являются языками глобализации, если так подумать.
потому что полмира говорят на тюркском языке, его надо знать, необходимо знать. И в 56 странах проживает адыгская диаспора, которую без знания языка, и в нашем случае без знания английского языка на достаточном уровне, мы просто понимать не будем. То есть таким образом у нас повышается мотивация. Вот вам еще один мотивационный, да, момент, который, кстати говоря, никогда не проговаривался. Между тем, это очень серьезная проблема, потому что ехать в Штаты, например, не зная языка английского, мы имеем возможность говорить, значит, на кабардинском, потому что там большая диаспора адыгская, много тюркоязычных людей. Поэтому это как бы этот момент. И еще вот в отношении вот того, что вы сказали, мотивация, да? Как нам кажется, мы не можем, как бы мы ни хотели, избежать очень сложного вопроса, то есть ввести наши языки национальные в дело производства. Потому что до тех пор, пока этот момент не будет оговорен и не будет реализован, самое главное, разумеется, мы не будем достаточно мотивированы в отношении знания языка. Теперь вот что касается там разговоров о том, что нравится, не нравится там нашим людям, нравится, можем выбирать, не можем. Во-первых, почему родители отказываются? Почему отказываются дети? Потому что есть возможность не изучать. Вот представьте себе ребенка, который, не зная языка, да, вынужден этот язык изучать. Это означает автоматически, что у него будет испорчен аттестат, который, кстати, уже сейчас будет иметь значение при поступлении. Это значит, у него будут нелады с успеваемостью по родным языкам. Тогда как если ребенок прекрасно знает, он и хочет говорить. Это говорит только о том, что у нас неадекватная программа обучения национальных языков, начиная с момента рождения ребенка. Понимаете, у нас такой вот выпадающий цикл в 7 лет, когда ребенка просто лишают знания языка, потом любой родитель, потом мы говорим, вот плохие родители. Сейчас люди выживают, понимаете? Это мы с вами, вот интеллигенция и органы власти должны сделать так, чтобы это была действующая программа, которая бы обеспечивала должный уровень образования и знания. Если нет, то дело не в родителях. Это все так, несерьезные разговоры, извините ради бога. Дело в том, что вот при действующей правильной программе, адекватной, тщательно продуманной, будет должное знание языка, и все как миленькие захотят это образование продолжить. Если сейчас момент будет упущен, то действительно, как Зарина сказала, как Хабас сказал, у нас не будет, уже почти нет литературного языка. Мы сейчас кричим, что нет, не развивается литература у нас на языке. Литературный, а вот с подрастающим поколением сложности. У меня такое чувство, что этот этнический хребет у нас ослаб. Ну, уже не пассионарии мы. Мы уже не пассионарии. А вот это слово я потерял. Пассионарность. Пассионарных гораздо больше сейчас балкарцев. Вы знаете... И у чеченцев. Мы говорим много, иногда так красиво, что самим хочется плакать. Для нас, для всех дорого, чтобы язык, который мы услышали, появившись впервые на свет Божий, не потерялся бы. Для нас очень дорого, что, может быть, в сопровождении этого языка мы уйдем в мир иной. И моя убежденность состоит в том, что каждое поколение должно сделать все от него зависящее, чтобы вот эту вот извечную эстафету не оборвать на себе. И что-то сделать в рамках, может быть, даже невозможного, чтобы язык не оборвался и культура не оборвалась бы. Подводя итоги нашего круглого стола, хотелось бы добавить, казалось бы, зачем вообще обсуждать вопрос, связанный с изучением своего родного языка? Главный критерий благополучия языка – это передача его в качестве родного следующим поколениям. А нужно ли это нам? Решать нам вместе. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.